Пушки 17 века и пулеметы 20-го. В Бирском районе прошел фестиваль исторической реконструкции «Река времени». В нем приняли участие реконструкторские клубы со всего Башкортостана. На праздник приехали и гости из других регионов. Главным событием стала установка таблички на месте будущей Бирской крепости. На фестивале побывал Эмиль Басареев. Выстрелы пушек и залпы мушкетов. Торжественный салют в честь открытия исторического фестиваля запустили воины из разных веков. Стрельцы, пехотинцы времен войны с Наполеоном, солдаты гражданской и Великой Отечественной войн. Несколько сотен лет российской истории на одной площадке. Стрельной бой! Вперед! Прямо ступай! Хозяева площадки, бирские стрельцы, показали, как тренировались воины 17 века. На перезарядку огнестрельного оружия требовалось много времени. Как шутят сами реконструкторы, война в то время была делом не быстрым. По сюжету выступления к стрельцам приехал испанец, чтобы познакомить с европейской военной наукой. Его роль исполнил Илья Сироткин, приехавший на фестиваль из Самарской области. При царе Алексее Михайловиче активно приглашались иноземные наемники для обучения стрельцов, для обучения полков иноземного строя. Здесь я представляю офицера испанской терции. Мой костюм – это образ, обобщенный на Западную Европу. Универсальным для Испании он не является. Палаш. Не для изящного фехтования, а для грубой рубки. Рядом разбили лагерь пехотинцы русской армии 1812 года. По законам военного времени при входе в лагерь дежурил часовой. Однако для гостей фестиваля проход был свободным, поэтому сфотографироваться с солдатами мог каждый желающий. На площадке времен гражданской войны можно было записаться в добровольческую белую армию и тут же пройти курс молодого бойца. Коротким кали, длинным кали. Узнать поближе быт коренного населения республики можно было в башкирской юрте. Кстати, женский костюм менялся в зависимости от статуса и от состоятельности мужа. На мне сейчас костюм башкирской жены, то есть замужний костюм. Головные уборы — это тастар и хараус. То есть девушка сама вышивала все это. На мне также платье, то есть, как обычно, верхняя одежда. Тастар, как я уже сказала. Девушка могла себе сделать нагрудник полный, который обычно все видят, да, традиционный, который привыкли видеть. Но были вот такие примеры. Подержать в руках оружие, узнать побольше о костюмах и обмундировании разных эпох. Реконструкторы отвечали на любые вопросы. Тем более, что среди гостей фестиваля было много юных любителей истории, а также иностранных гостей. Я очень впечатлен фестивалем. Тут много разных эпох истории России. Война — это, конечно, плохо, пусть она остается только на таких фестивалях. И в этот раз мы с младшими детьми приехали. В прошлом году брали только старших детей. Больше всего мне нравится, что можно как будто прикоснуться к истории. Это все увидеть своими глазами. Вот мы проходим, смотрим, в каких условиях проходила, допустим, Великая Отечественная война. Во время фестиваля была заложена Бирская крепость. На холме появился первый столб с табличкой. Инициаторы – участники клуба «Бирские стрельцы». Они уверены, что будущий исторический парк станет популярным местом для туристов и проведения фестивалей. Однако срок строительства может занять не менее 10 лет. Будет зона Великой Отечественной войны со всеми блиндажами, окопами, колючими проволоками. Потом зона раннего средневековья будет. Рядом, чуть пониже Бирской крепости, башкирское кочевье с лошадьми хотим сделать. И в конце, дай бог, если все получится у нас с финансированием, с помощью заложим Бирскую крепость. Пока из всего комплекса построена сторожевая стрелецкая башня. Не исключено, что на следующий год здесь будет оборудована одна из исторических площадок. А пока свои выступления реконструкторы ставят с учетом естественного ландшафта. Фестиваль завершился боем Красной армии против войск вермахта. И, конечно, победа была на стороне советских солдат. Эмиль Басареев, Артур Ханов, Виктор Миренков, Роман Мукуфа. Новости. Бирский район.